Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе с инспекцией строящихся объектов рабочий визит Льва Кузнецова в Абхазию. Кавказ в контексте глобализации. Первый международный форум в Сухуме. Имени ученого одна из улиц столицы названа в честь Гиви Айба. В пятницу с рабочим визитом в Абхазии побывал министр по делам Северного Кавказа России Лев Кузнецов. На государственной границе Льва Кузнецова встретил премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц. Затем глава правительства и российский министр осмотрели объекты, восстанавливаемые в рамках инвестпрограммы в Гагре и Сухуме. Подробности в репортажах наших корреспондентов. Первый объект, который осмотрели премьер-министр Абхазии и министр по делам Северного Кавказа России – электроподстанция 110 киловольт Гагра-1. Здесь уже более полугода идет модернизация подстанции и распределительной сети. Первый этап работ будет завершен уже к Новому году. В апреле 2018 года будет завершен второй этап. И если ранее мощность подстанции была всего 20 тысяч киловатт, то в ближайшем будущем, благодаря установке двух трансформаторов по 25 тысяч киловольт ампер каждый, ее мощность увеличится вдвое – составит 50 тысяч киловатт. Это позволит полностью решить вопрос с перебоями электроэнергии в центральной части города, особенно в летние и зимние периоды. Работы проводит госкомпания «Черноморэнерго». Данная подстанция осуществляет питание центральной части Гагры. От нее запитана основная часть Гагры. Это центральная администрация города, все больницы центральной части. На побережье города Гагра идет строительство новой гостиницы за счет заемных средств российских банков. Но все инфраструктурные сети, электричество, водопровод, канализация и дороги будут проложены за счет инвестпрограммы. По словам Льва Кузнецова, вклад в развитие инфраструктуры – это вклад в будущее, так как развитие инфраструктуры имеет большое значение для привлечения инвесторов. Следующий объект – Гагарская первая школа. Работы здесь начались в июле месяце. Сметная стоимость проекта с оснащением и мебелью – 377 миллионов рублей. На сегодняшний день уже залиты фундаменты 4 блоков. Мы уже завершили, фундаментные работы и занимаемся установкой опалубки. То есть планируем каждые 12 дней примерно по одному этажу заливать. На всех 3 объектах в Гагре идет реальная работа. И это радует, отметили Лев Кузнецов и Беслан Барцыц. На 3 объектах мы видим реальную работу, что не всегда раньше мы сталкивались. Мы дальше посмотрим, что объекты. Это как раз была позиция руководства республики. Они говорили, что сегодня есть понятные строители, понятные объекты, социально значимые с точки зрения сегодня потребностей и бизнеса, и общества. И отрадно, что мы видим, что эти планы на тех объектах, которые мы увидели, выполняются. При этом очень важно, что мы видим не только объекты, которые строятся за государственные деньги, но для нас очень важно было приход частных инвесторов, когда люди, веря в свою республику, начинают тратить свои кровно заработанные деньги, при этом в объекты завтрашнего дня. Наверное, трудно переоценить значение этого объекта. Как вы знаете, у нас с 2012 года было на капремонте. Один блок этой школы был только задействован под учебный процесс, и это очень сильно мешало учебному процессу. Ситуация была тяжелая, дети начали покидать школу. И, как видите, сегодня идут работы активно. И школа, которую так очень ждут жители этого микрорайона, жители города, района в целом, она будет качественно, успешно в сроки сдана. Затем Лев Кузнецов и Беслан Барцыц направились в Сухум для осмотра объектов строительства по инвестпрограмме. Ирина Аршба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В столице посещение объектов началось с проверки 8-этажного дома по улице Басария. Во всех 6 подъездах были заменены лифты. О проделанной работе по замене лифтов министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову рассказал представитель компании «Максимус ЛТД» Рауль Эшба. В начале 2017 года, например, в этом доме поменяли во 2-м и 3-м подъезде. В этом году у нас уже, по-моему, 1-й, 4-й, 5-й, 6-й подъезд. Замена что подразумевает? Подразумевает, начиная от щита распределительного внизу, он стоит автономно, он работает только на лифте.
Мы для того, чтобы быть независимыми от квартир, от всяких подсоединений лишних. В одном из подъездов дома министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов сам лично проверил работу лифта. Поднявшись на 7-й этаж, обратно министр спустился пешком. Лев Кузнецов проделанной работой остался доволен. По его словам, лифт не дрожит. Выдержаны все стандартные нормы. Лифт хороший. Мне кажется, как жильцы скажут, мне кажется, качественно, тихо, без каких-то вибраций дополнительных. Ну, я считаю, что это большое подспорье, да, для доступной среды для людей. Поэтому это очень важно, особенно для пожилых, для тех, у кого маленькие дети. Поэтому, мне кажется, программа правильная. И у вас как, нет нареканий, вот вы там, где там ремонты сделают? Не слышали замечания от жильцов? Пока нет. Ну, значит, это хорошо, значит, во благо. Еще не передали это. Нет, не мы. Уже я все, понимаю. администрация города должна сейчас чисто технически передать это все управляющей компании, для того, чтобы обслуживающая организация могла уже Ну вот у вас опыт уже там, где вы в прошлом году, да. Ты как раз говорил про вандалов, что нет, нормально? Я вам расскажу, у нас все стоит антивандально, но слава богу, Нет, жители Абхазии, я вам говорю, это с полной ответственностью, жители Абхазии относятся очень бережно ко всему. У нас нет ни одного факта вандализма, ни, слава богу, ни кнопки, ни обрамления, ни двери, ни портятся. Внутри никто ничего не разрисовывает. Да, не трясут. Нет, да. Такого нет. Далее делегация посетила Абхазский государственный университет, восстановленный по комплексному плану социально-экономического развития Абхазии. Ремонт здания начался еще в 2010 году. Проделанной работой в АГУ Лев Кузнецов остался недоволен как во дворе, так и в самом здании. Я принципиально говорю вам позицию мою. Вот я не пропущу платеж, вот если здесь не будет сделано по-человечески. Начинается все с вешалки, как театр. Мы уже это не первый раз говорим. Это здесь элементарная работа. У вас здесь что угодно посади, все вырастет. Рабочая поездка министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова завершилась совещанием по вопросам социально-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, в том числе по вопросу проведения межправительственной комиссии, которая состоится 8 декабря текущего года. Рената Шакай, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Позже президент Рауль Хаджимба встретился с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым. Обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы. В частности, осуществленные мероприятия и вопросы проведения мероприятий по инвестиционной программе в 2018 году, сообщает пресс-служба президента. В Сухуме состоялся первый международный форум «Кавказ в контексте глобализации». Обсудить и выработать конкретные механизмы укрепления общего культурно-информационного и гуманитарного пространства, объединяющего Абхазию и российский Северный Кавказ. Съехались представители научного, экспертного и аналитического сообщества России и Абхазии, деятели культуры и образования, представители политических кругов и бизнеса. В работе форума принял участие президент Рауль Хаджимба. Репортаж Сарисмар. Создание единого культурно-информационного пространства между Абхазией и республиками Северного Кавказа – вот главная цель первого международного форума. Сегодня Абхазия стоит на пути восстановления связей с братскими народами Северного Кавказа. И именно поэтому нужно объединить усилия научно-творческой интеллигенции по реализации всех существующих задач, отмечалось в выступлениях на форуме. Необходимо укреплять культурные и научные связи, а также создавать экспертно-аналитические площадки не только с республиками Северного Кавказа и России, но и другими государствами, отметил в частности в своем выступлении президент Абхазии Рауль Хаджимба. Процессы глобализации подразумевают не только усиление региональных взаимосвязей, но и возникновение новых угроз безопасности, требующих адекватного и своевременного реагирования. Мы отдаем себе отчет, что вопросы широкого признания независимости Абхазии находятся в прямой зависимости от отношения к России стран Запада, поскольку Абхазия является ее надежным партнером. Страны Евросоюза не признают независимость Абхазии, настаивая на суверенитете и территориальной целостности Грузии. И пока, к сожалению, говорить о какой-либо жесткой позиции противодействия не приходится. Надо отметить, что эта стратегия реализуется грузинской стороной и в отношении Северного Кавказа, что требует от кавказского общества и, конечно, российского ответных действий. Процессы глобализации подразумевают не только усиление региональной и глобальной взаимозависимости,
но и возникновение новых угроз безопасности, требующих адекватного и своевременного реагирования. Особенно актуальным представляется анализ этих процессов в Кавказском регионе, сложным с точки зрения культурного и национального многообразия, а также являющимся сферой геополитического противостояния. Политолог Александр Скаков отметил, что у Абхазии на пути к развитию должно быть несколько главных целей. В первую очередь создание единой нации, где люди объединены общей идеей. И еще одна не менее важная, по его словам, цель – сбережение и развитие этнической составляющей страны. Любая страна в этой истории, в этом мире должна состояться и состояться не один раз. То есть история – это постоянная борьба, постоянная попытка утвердиться и выжить в этом мире. Абхазия не может быть только национальным проектом абхазского народа, но и им тоже она должна быть. Данный форум имеет хорошую перспективу в будущем. Именно эта площадка позволит реализовать многие проекты по развитию отношений между странами Кавказа, отметила в своем выступлении политолог Лейла Тания. Важно, чтобы форум рассматривал вопросы не только культурного и аналитического характера, но и вопросы взаимодействия разных этносов, социально-экономических, политических проблем. Также Лейла Тания отметила и роль России не только в жизни Абхазии, но и в целом в мире. Россия становится уверенным таким глобальным игроком на международной арене. Но и, кроме того, Россия позиционирует себя как защитник малых народов, как защитник малых государств. И это действительно такая благородная миссия, новая историческая миссия России, которая поможет решить многие вопросы, содержащие, возможно, какой-то исторический конфликтный потенциал и так далее. Итогом работы форума станет создание новой коммуникационной площадки «Кавказский клуб». Рауль Хаджимба выразил надежду, что создание подобной площадки будет воспринято положительно. И именно этот клуб даст новые возможности для того, чтобы выразить свою позицию как отдельной страны на территории Кавказа. Идея Кавказского клуба, я думаю, что это будет воспринято положительно. И надеюсь, что это будет носить уже постоянный характер. Конечно, мы проработаем многие вопросы, мы продумаем темы, которые здесь были подняты. Здесь спектр интересных и значимых вопросов будет достаточно широкий. Мы не против кого-то, мы за объединение усилий. И это позволит нам еще раз, вместе объединив все свои силы, демонстрировать всему миру, что есть Россия, есть Кавказ, есть Абхазия, у которых есть единые задачи и цели, как у стратегических союзников и партнеров, как мы и говорили в начале, не всегда удается, особенно небольшим государствам, выдерживать натиск глобализации. Но общими усилиями мы с вами, не сомневаюсь, выстоим и будем развиваться. От себя я хочу сказать, от имени представителей общественных организаций, так называемого гражданского сектора, мы уже что-то давно делаем. Но наши усилия, к сожалению, были слишком мизерны. И только теперь, когда мы соединились под крылом политика, наверное, тогда это приобретет масштаб, и за это вам огромное спасибо, и только вперед. Также в ходе форума было отмечено, что основные вопросы и проблемы, которые обсуждались на нем, будут более детально изучены. Сария Смыр, Роберт Ломия, Леона Адлейба, Абхазское телевидение. После новостей смотрите расширенный репортаж с международного форума. Правительство России одобрило проект федерального закона о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными и медицинскими изделиями отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт российского Кабмина. Соглашение было подписано 22 июня 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение
прав россиян, постоянно проживающих в Абхазии и имеющих право на предоставление при амбулаторном лечении лекарств и медицинских изделий по рецептам. Проект федерального закона внесен в Государственную Думу в установленном порядке. 16 ноября в 18:20 часов в дежурную часть Гудаутского районного отдела внутренних дел поступило телефонное сообщение о том, что на республиканской трассе в районе села Бармыш произошла перестрелка. Как сообщает пресс-служба МВД, выездом на место оперативно-следственной группы установлено, что из автоматического оружия неизвестным обстреляна автомашина Toyota Land Cruiser Prado за государственными номерными знаками К-150КК под управлением водителя Барцыц Сабри Антиповича 1969 года рождения, жителя города Гагра. В результате чего Барцыц с множественными пулевыми ранениями доставлен в ЦРБ города Гудаута, где впоследствии скончался, несмотря на усилия врачей, которые несколько часов боролись за жизнь пострадавшего. Множественные огнестрельные ранения Барцыц оказались несовместимы с жизнью. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято 19 гильз от автоматического оружия калибра 5,45 мм. Проводятся необходимые следственные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению. Расследование проводит прокуратура Гудаутского района при оперативном сопровождении сотрудников уголовного розыска районного отдела внутренних дел. По данному факту прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия – убийство и незаконное хранение и ношение оружия. Итоги работы за 9 месяцев были подведены на заседании коллегии в Министерстве по налогам и сборам республики. На заседании присутствовали члены коллегии, начальники управлений, главные специалисты центрального аппарата и начальники налоговых инспекций по городу Сухум и районам. Министр по налогам и сборам Республики Абхазия Даур Курмазия в целом обрисовал работу налоговых органов за отчетный период, а также ситуацию с выполнением плановых показателей поступления налоговых платежей в доходную часть государственного бюджета. Он отметил, что ситуация в этом году намного лучше, чем ожидалось. Показатель по размещению по юридическим лицам составил 73% от уровня прошлого года. Если говорить объективно, то мы, честно говоря, ожидали гораздо худшего показателя. Потому что в августе месяце, и в середине августа, и в начале августа, и в конце июля выдавали фактически по Гагарскому району цифры, приближенные к 50%. Но непропорциональное начисление суммы налогов. У нас имеет место снижение сумм налогов как по налогу на добавленную стоимость, и здесь имеет место большой налоговые вычеты по НДС. И надо тщательно разобраться. На коллегии с отчетами о проделанной работе выступили начальники управлений центрального аппарата министерств, начальники налоговых инспекций по городу Сухум и районам. Плановые задания за 9 месяцев были выполнены следующими районами нашей республики. Город Сухум. Выполнение 101%. При плане 1 миллиард 41 миллион рублей фактически поступило 1 миллиард 54,5 миллионов рублей. Динамика 102%. Сухумский район. Выполнение 138%. При плане 46 миллионов 692 тысячи рублей фактически поступило 64 миллиона 625 тысяч рублей. Динамика 119%. Гулерибский район. Выполнение 109%. При плане 39 миллионов 946 тысяч рублей фактически поступило 43 миллиона 504,5 тысяч рублей. Не выполнены плановые задания по Гагарскому району – 67% налоговых платежей, Гудаутскому – 81%, Очамчирскому району – 41%, Куарчалскому району – 70%, Пагалскому району – 87%. На коллегии было отмечено, что по результатам работы за отчетный период общее выполнение плановых показателей поступления налоговых платежей в бюджет составила 88%. Динамика роста фактических поступлений налоговых платежей за 9 месяцев текущего года составила 88%, что суммарно составляет 231 миллион 226 тысяч рублей. Согласно графику проведения документальных проверок предусмотрено было 1147 проверок, а фактически провели 543 проверки. Получается около 50%. По результатам контрольно-аналитической работы Управления налогообложения юридических лиц Министерства за 9 месяцев 2017 года проведено 543 проверок, по результатам которых доначислено налоговое
доначислено за нарушение налогового законодательства 33 миллиона 449 тысяч рублей. В том числе налогов 4 миллиона 324 и штрафов 29 миллионов. К сожалению, тоже и взыскано около 60 только процентов. Есть объективные и субъективные факторы. У нас около 8 миллионов только в суде находится. То есть, исходя из этого, такие показатели получаются. Подводя итоги заседания коллегии, министр по налогам и сборам Курмазия сказал, что несмотря на принятые меры и проделанную работу, план поступлений налоговых платежей в бюджет за 10 месяцев не был выполнен. И на то были объективные причины. Министр также заострил внимание присутствующих на недостаточную работу всех подразделений налоговой службы по взысканию долгов по налоговым платежам. При этом Курмазия отметил, что внутренняя текущая отчетность улучшилась. Министр нацелил коллектив налоговой службы на достижение максимальных показателей поступления налоговых платежей в бюджет 2017 года. Даур Курмазия также отметил, что для повышения качества работы всей системы налоговой службы необходимо провести некоторые структурные изменения, в частности, внедрение такой формы налогового контроля, как камерные налоговые проверки, а также усилить контрольные функции центрального аппарата МНС. Указом президента Рауля Хаджи-Багуни Александр Степанович, бывший заведующий отделом образования администрации Учимчирского района, награжден орденом Ахтапша 3-й степени за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения. Общественный деятель Руслан Гвашев находится в эти дни в Абхазии. В Госкомитете по репатриации прошла встреча, на которой он поблагодарил всех, кто оказал ему поддержку в сложный период. Гость Абхазии пробудет в республике еще несколько дней, после чего вернется на родину. Я хочу обратиться к каждому из вас. Действительно, это было не шоу. Когда тебе за 60 и прожил я не кулуарно, чтобы я перед народом какое-то шоу устраивал или разумом какую-то революцию или что-то затеял. Ничего я не затевал. Непланово люди попросили в этот день святой, мы это делали не с появлением Айдгара явились эти традиции поминать наших предков, которые перенесли такие трагедийные страницы. Сколько мы потеряли людей, не сохранив Родины, не сохранив ничего, потеряв Родину, разбросала нас по всему миру. Дорогие друзья, значит, я, во-первых, очень благодарен за то, что вы меня пригласили сегодня на встречу без преувеличения с национальным героем Кавказа, национальным героем Абхазии, с Русланом Гвашевым. Для меня этот человек является очень большой частью моей жизни. Я вспоминаю события 25-летней давности, когда в самый трудный, самый сложный момент нашей истории новейшей, я имею в виду войну, естественно, я имею в виду мартовские события 93-го года, когда у нас был один из самых сложных моментов, когда мы были на таком очень серьезном распутье, и очень много было проблем в тот момент. И Руслан Гвашев оказался тем человеком, который смог найти самые правильные слова, обращаясь в зал, в котором сидели люди, которые только что потеряли своих близких. И в тот момент, когда выступал перед людьми Руслан Гвашев, тогда еще не было ясности полной, кто жив, кто нет. И вот эти люди, полный зал, это родители, это близкие люди, значит, вот этих наших ребят, наших братьев, значит, которые погибли в тот момент. И общаясь с ними, надо было найти правильные слова. Вот у Руслана Гвашева это получилось. В Санкт-Петербурге в рамках 6-го международного культурного форума министр культуры России Владимир Мединский и министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия подписали международное соглашение о сотрудничестве в области культуры. Подписание данного соглашения станет определяющим в дальнейшем развитии культурных связей между двумя странами – Россией и Абхазией. В плане совместных мероприятий 2018 года многие проекты будут посвящены десятилетию признания независимости
независимости и государственного суверенитета Абхазии и России, сказала Эльвира Арсалия. Также план мероприятий 2018 года будет основываться на программе обменных гастролей театров, музыкальных коллективов. В честь видного абхазского ученого, академика, доктора биологических наук, бывшего директора Института ботаники Академии наук Абхазии Гиви Айба названа одна из сухумских улиц. Об этом наш следующий сюжет. В Сухуми ботаническая улица теперь будет носить имя первого абхазского доктора биологических наук, академика Гиви Айба. Выбор на эту улицу пал не случайно, так как именно здесь стоит дом, где долгие годы прожил Гиви Айба. В этот день его родные, близкие, друзья и коллеги собрались, чтобы вспомнить видного абхазского ученого. Гиви человек был необыкновенный человек кристальной честности, порядочности. Он руководил многопрофильным сложным учреждением, как Сухумский ботанический сад. Благодаря его деятельности Сухумский ботанический сад сегодня знает во всем мире. Это был крупнейший ученый не только Абхазии, но и далеко за пределами. Гиви Айба в 1959 году становится аспирантом всемирно известного Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства имени академика Николая Вавилова. После окончания аспирантуры Гиви Айба блестяще защищает кандидатскую диссертацию, возвращается в родную Абхазию на Сухумскую опытную станцию субтропических культур Всесоюзного института растениеводства в должности научного сотрудника. В 1964 году Гиви Айба назначили директором Сухумского ботанического сада, где он проработал долгих 40 лет, до конца своей жизни. До его назначения директором ботсада научными сотрудниками из числа абхазов работали единицы, но Гиви Айба в короткий срок сумел изменить это обстоятельство. Я, будучи молодым, пришел к нему на работу сюда, подав заявление. Он долго изучал, естественно, но в то время, как вы понимаете, в советский период с подбором абхазских кадров было сложно. Без оглядки Тбилиси такие вопросы, в общем-то, решать было сложно. Но ему в ботаническом саду удалось все-таки собрать коллектив из сотрудников из абхазской национальности, в числе которых был и я. Ему, конечно, это давалось тяжело, но благодаря умению, коммуникабельности и многих других человеческих факторов он смог добиться этого. За 40 лет работы Гиви Айба в Институте ботаники Анна научный потенциал института неузнаваемо вырос. Научный центр стал известен во всем мире, и в этом, несомненно, большая заслуга Гиви Айба и как директора, и как крупного ученого. Многие говорят о Гиви Айба как о человеке строгом, но справедливом. Однако друзья и родные вспоминают его как необычайно доброго и мягкого человека. Но вообще папа даже, знаете, был человек строгий. Особенно не старался, чтобы там дети на работу ходили или что-нибудь еще отвлекали его от работы. Хотя он нас очень любил, и в сад, конечно, мы гулять ходили, это да. Но это был серьезный человек на работе. А дома, повторю, действительно, это был очень добрый, заботливый человек. Улица имени Гиви Айба, достойного гражданина, патриота, станет настоящим историческим памятником, убеждены участники сегодняшней акции. И эта табличка станет еще одним напоминанием о большом ученом, внесшем неоценимый вклад в развитие и становление науки Абхазии. Аля Катрапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Служба коммунального управления МУП РСУ столичной администрации проводит работы по прокладке нового водопровода на улице Красномаякская в Сухуме. Старая водопроводная система была настолько изношена, что жители этой улицы пользовались колодцами. Как пояснил директор РСУ Даур Пачкория, жители улицы Красномаякская написали коллективное письмо в администрацию города. И по поручению главы администрации Адгура Ахаразия РСУ приступила к ремонтным работам по укладке 275 метров водопроводной трубы диаметром 63 мм по улице Красномаякская, начиная от перекрестка с улицы Башкирской. Около 40 домов будут подключены к новой водопроводной трубе. Из них уже в 20 домов вода поступила. Остальные получат воду к субботе. И в завершение о погоде. По сообщениям синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем 19-21 градус. Температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.